политики республики на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности республиканских местных бюджетов, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизацию внутренних источников, ну и более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики. Здесь необходимо подчеркнуть, что у нас есть трудности, есть, так как мы дотационный регион, многие живут по старым меркам, совершенно не оптимизируя бюджетные расходы. И при очередных проверках мы видим, что совершенно неравномерно и нерационально используются бюджетные ассигнования. Поэтому прошу здесь и требую от правительства, от Министерства финансов в целом и муниципальных образований провести скорейшую оптимизацию штатов и тех структурных подразделений, по которым мы говорили, и сделать так, чтобы мы перераспределили те средства, которые экономим на одних направлениях, на другие важные направления. В своем послании президент страны об этом тоже говорил, что социальная, в том числе, поддержка, помощь населению, она должна быть адресной, а не всем подряд. Почему? Потому что есть кто менее нуждается в этом, есть кто больше нуждается. Но это можно будет только делать за счет экономии средств. Еще раз на это обращаю внимание. Основной задачей должна стать реализация уже принятых бюджетных обязательств с конечной целью сокращения размера дефицита, а также подготовка нового бюджета на трехлетнюю перспективу. Обращаю на это очень серьезное внимание. Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы утверждена программа оздоровления государственных финансов республики на период с 2016 по 2019 год. Поэтому приоритетом расходной части бюджета должен быть ориентирован на две основные цели. Это, в первую очередь, обеспечение социальной стабильности и обеспечение экономического роста республики. Перед правительством, конечно, стоит сложная задача, как сделать из такого скудного бюджета оптимизацию, как сделать эффективным этот бюджет. Поэтому здесь надо работать круглосуточно, а не наскоками. Кроме этого, принципиально важно достроить систему внутреннего контроля и возложить соответствующую ответственность за контроль на главных распорядителей бюджетных средств. Здесь у нас, надо подчеркнуть, недовольно эффективно работаем. Одним из приоритетных направлений деятельности республики для достижения результативности в управлении государственным имуществом является эффективное управление и рациональное использование государственного имущества. В 2018 году правительству необходимо обеспечить государственный кадастровый учет всех объектов недвижимости, включая земельные участки, используемые государственными монетарными предприятиями и госучреждениями под объектами. Также нельзя допустить задержку зарплат бюджетникам. Это люди, на которых сегодня держатся все институты власти. На это тоже обращаю внимание. Ну и плюс, говоря о имуществе, здесь необходимо подчеркнуть, что мы очень сильно отстаем, и по этому поводу не раз уже делать свои обращения прокурора республики. Застроенные объекты полгода функционируют, но еще не принято Министерством имущества на баланс. Министерство не принято на баланс. Это нонсенс, так нельзя допускать. Поэтому здесь надо максимально усиленно работать правительству, в том числе и до некоторых кадровых изменений, те, кто не понимает, как это правильно делать. Это одно. Второе. Буквально на днях мы проводили совещание с приглашением представителей, в том числе руководства филиала Россельхозбанка. Огромное количество крестьянско-фермерских так называемых хозяйств получали безвозвратные кредиты. И никакого решения здесь со стороны правительства к этим людям нет. Они кредиты не собираются возвращать. Но они получили под залог имущества республики, под земли. И никакого решения, в том числе обращения или в органы правопорядка по этому вопросу. Вообще-то даже какого-то решения, как из этой ситуации выйти, нету. Поэтому здесь я после этого совещания протокол мы включили, ряд поручений. Прошу на это обратить очень серьезное внимание. И привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности тех, кто ярко выражен, уже нарушил правила и законы. Ну и вернуть имущество обратно в лоно республики. Потому что нельзя делать так, чтобы люди торговали имуществом за счет своих личных амбиций или корыстных побуждений. Еще одна форма, которую надо искоренить, и это задача правительства, исключить такое понятие, как бессрочная выдача на бессрочное пользование земли. Вот это элементарно, любой вопрос по бессрочной выдаче, это, конечно, должен быть внимание для органов правопорядка. Почему? Потому что там четко прослеживается коррупционная связь. У нас нет такой необходимости сегодня бессрочно выдавать землю.
люди получают землю в аренду, пользуются ей, выполняют условия. Если условия выполняют, пожалуйста, пользуйтесь, и аренду можно продлить. А когда человек получает на бессрочную, потом эту землю переписывается на кого-то, потом на этой земле появляются участки домовые, потом выясняется, что это все уже продано частным лицам. Это, конечно, недопустимо. Поэтому на это обращаю очень серьезное внимание.